Каликун Курмито Достар. Я приветствую вас на очередном занятии. И на этом уроке мы с вами рассмотрим такое явление, как закон сингармонизма. Этот закон есть во многих языках мира, и сегодня мы будем разбирать его казахскую интерпретацию. Из прошлых видео мы с вами знаем, что в казахском языке есть твердые слова, есть мягкие слова, что словообразование строится путем присоединения очередного аффикса, то есть суффикса, либо окончания. То есть казахские слова из себя представляют некий конструктор, когда вначале всегда корень, а дальше следует окончание, суффиксы, суффиксы, окончания. Конечно, у этого порядка, у присоединения окончаний суффиксов есть четкий порядок, но тем не менее, на первый взгляд, слова такие длинные. Так вот, принцип, по которому мы будем присоединять окончание, это и есть принцип закона сингармонизма. И делится он на две части. То есть, первая часть – это о том, когда слоги присоединяются. Допустим, последний слог слова и первый слог окончания. Вторая часть закона о том, что от звуков, которые в стык идут. Я прошу ваше внимание на доску. Значит, первая часть закона говорим о слогах. Если последний слог слова, то есть корня, допустим, твердый, то все, что присоединяется, также будет твердым. То есть присоединяться могут либо окончания, либо суффиксы, и плюс дальше либо окончания, либо суффиксы. Например, куще – улица, присоединяем окончание множественного числа лер, и далее присоединяется окончание притяжательное «м». И мы имеем слово «кущелером» – «мои улицы». Закон сингармонизма в действии. Последний слог тверд, мягкий, окончание мягкое. Возьмем для примера твердое слово «кагаз» – «бумага». Окончание множественного числа согласно последнему окончанию также твердое, и последующее окончание притяжательное «н» также будет твердым. И поэтому «кагаз дарың» – «твои бумаги». Первая часть закона о том, что какое окончание по твердости и мягкости. Итак, вторая часть закона – это о звуках, которые идут в стык. И здесь все проще. Смотрите, последний звук слова, последний звук корня. На него глядя мы подбираем первый звук окончания. У окончания также есть последний звук, и согласно последнему звуку окончания мы присоединяем далее окончание либо суффикс. То есть, если здесь мы смотрим на гласные, то здесь мы смотрим на звуки, которые в стык идут. То есть, допустим, вот это последний звук корня, первый звук окончания, последний звук окончания, первый звук следующего окончания. То есть, если мы будем следовать закону сингармонизма, наши слова будут, во-первых, красиво звучать, а во-вторых, и это, наверное, главное, нам будет физически легче произносить эти слова. Что делать, если слова заимствованные? То есть, если конкретно исконно казахские слова являются твердыми либо мягкими, и там все понятно, то заимствованные слова, а их по средним подсчетам примерно 50% слов, то с точки зрения казахского языка они смешанные. Например, слово «номер» и слово «телефон» – заимствованные слова. В этих случаях тоже совершенно все понятно. Просто ориентируемся на последний слог. Последний слог мягкий, окончание мягкое. Номер «дың». Номера, ну, допустим, цифра номера, да, либо цвет номера. Келесі мысал – телефон «ның». Телефон, последний слог твердый, окончание твердое. Телефонның, телефона, ну, допустим, там номер телефона. Все очень просто. Закон сингармонизма в действии. Если последний слог твердый, окончание суффикса твердые, если последний слог мягкий, корня, окончание суффикса твердые, первая часть и вторая часть о звуках в стык. У вас под этой табличкой, под этим видео будет таблица для ориентира. Поначалу вы можете ориентироваться на табличку, но в дальнейшем вы уже приноровитесь, попробуйте, и вы уже физически будете чувствовать сочетание звуков, которые даются легче.
И такой раскрою небольшой секрет. Самое легкое является самым правильным вариантом. Обязательно под каждым видео я буду оставлять задания. И чтобы данный урок не был просто просмотром, приятным просмотром, чтобы данный урок нес какую-то практическую пользу для вас, я предлагаю эти упражнения делать. Под данным видео я размещу упражнения, и я уверена, что вы эти упражнения проделаете. И тогда эта тема в вашей голове, она навсегда в вашем сознании останется. Sağ olun,